Всем привет! Вы на канале Мама Музыканта. Меня зовут Ангелина. Кто не подписался, не успел подписаться на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Я приехала в деревню Иб. Я приехала в село Иб. Здесь у меня проживает племянница. Здесь много очень всего интересного в этом поселке. Пройдемся по достопримечательностям. Тут есть музей, много чего интересного, источники есть. Я покажу вам все. Дошла я на огород племянницы. Такая красота. Закат у нас. Племянница там по огороду ходит. Какая-то труба у них тут лежит. К чему? Непонятки. Вот такой дом у моей племянницы. Сейчас не видно ничего. Ребята, в общем, поселок называется Иб. В переводе с коми на русский означает холмы. Основан на это... Раньше это была деревня, сейчас поселком считается. Основана в 17 веке. Это получается где-то в 1642-43 год. Как-то так. Илона! Ага, я хотела вам дом же показать. Сейчас. У моей племянницы 5 детей. Я приехала к ней в гости. Переночую у нее, а завтра утром поеду отсюда, наверное, километров 12 через реку. Там у меня поселок Яснек называется. Жилье. Я поеду туда. В лес хочу сходить по ягоды. Посмотреть, может, грибы будут. Вот дом ее. Вот такой вот коми-дом. Коми-дома обычно они рубленые, и у них очень много окон. На одной стороне могут даже 5-6 окон. Так раньше делали, когда не было света, электричества. И вот так вот много окон делали. Ага. У племянницы, еще раз повторюсь, 5 детей. Есть курочки, есть одна козочка. Было несколько козочек, они продали, оставили одну. Сейчас я вам покажу козочку. Вот такой вот сарай для козы. Там баня. Такая банька там. Идем, ребята, не знаю, видно будет, нет? Курочки. О, яйца. Ух ты. Сколько яиц? 3. 3 яйца, видите? Смотрите, курочки. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Вон там коза. Коза. Где? Ух ты, ничего себе, какая коза. Я ее не напугаю? Смотрите, ребята. Ой, не видно ее. Можно открыть? Да, я хочу, чтобы ее видно было. Она набежала. Не бежит? Смотрите, какая. Она мне не забодает? Красавица. Это он? Это козочка, да? Угу. А как ее? Снежка. Снежка? Снежка? Снежка, давай я тебя сниму. Красавица хорошая. Жует. Вот так вот. Вот такое хозяйство у нас. Курочки. Есть там белая даже курочка. Вижу. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Не ходите далеко. Ладно, не будем пугать курей, а то они напуганные. Вот яйца. Это моя внучечка Оленька. Помаши всем моим подписчикам. Пойдем. Вот так вот. Здесь огороды у нее. Кто-то бежит там. А что здесь еще интересного есть, кроме музея? Есть вот мост, и тут можно под него сходить. А что там? Там ручей. А, да? Я могу сейчас вам показать красивый ручей. Там, говорит, мостик есть и красивый какой-то ручеек. Сейчас посмотрим, сходим.
Яйца положи. Ходим или тебе лень? Сейчас посмотрим ручей. Трактор едет. Идем на ручей, который называется Ель-Шор. Лесной ручей. Значение этого слова. Наверное, когда-то здесь речушка была. Потом образовался ручей. Сейчас посмотрим, что там такое. За ручей такой. Мостик даже есть. А, туда мы не будем, наверное, спускаться. Я боюсь. Не надо. Не, ты что, там борщевик, он этот. Потом болячки у тебя будут. Отсюда посмотрим давай. Вот такой вот мост проходим. Главное, чтобы у меня камера туда не упала. Тут вот речка была. Образовался маленький ручеек. Вот такой вот маленький. Он весной большой. Большой. Такие вот дома красивые. Борщевик огромадный прям вообще. Елки красивые такие. Такой вот ручеек. Завтра утром я доеду до поселка своего, где у меня жилье. Пойду в лес, покажу вам белый бор. Обязательно. Беломошник, белый мох. Кто не видел, говорю для тех, кто там, мои родные в Абхазии, там, кто не бывал на севере, не видел белый мох. Завтра я вам все покажу. Отсюда что такое. Тут так природа такая. Какой-то луг. Красиво так вообще. Дорога. Дровишки, дровяник с дровами. На севере очень длинные зимы. И здесь надо очень много дров запасать. Смотря какой дом, какая там печка. У меня здесь за рекой квартира. Там тоже печное отопление. Там у меня за зиму уходит 6 кубов дров. Береза там, осина. Все вперемешку вот так, 6 кубов. А этот дом, здесь, наверное, больше, скорее всего, уходит дров. И люди очень много дров запасают. Вот так вот. Это еще мало. Не знаю, сколько тут кубов, короче говоря. Коми-дома интересные очень. Здесь внутри, прям вот в этом деревянном доме, туалеты такие прикольные. Но я не буду вам показывать. Деревянные прям внутри. Это потому, что здесь раньше зимы были очень суровые. И чтобы на улицу не выходить, делали туалеты внутри дома. Вот такая вот история у Коми народа. Сейчас заснимем закат красивый.